Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас в телекафе «Вечерний Витебск». Всем говорю добрый вечер, рад тебя видеть. Добрый вечер, Иван. Ну вот видишь, как-то мы с тобой в последнее время все чаще встречаемся в реальной жизни, все меньше в онлайне, меньше переписываемся и как-то уже по чуть-чуть, правда, на дистанции, но тем не менее. Да, встречаемся в онлайне, это хорошо. И есть возможность еще больше обсудить некоторые темы. В данном случае тема лекарств. Так, тема, кстати, очень актуальна, Да. очень нужная, для тебя еще совсем недавно актуальна. Да. Ну, потому что сегодня многие, кто вынужден находиться дома там, под подпиской, да, может быть, о том, что должны соблюдать режим самоизоляции, они могут выходить куда-то только в аптеку, только в магазин, но... Мусор вынести. Мусор, да, можно вынести, вот, Да. специалист. Но случаются такие ситуации, когда, в общем-то, и можно этого тоже избежать. Не обязательно находиться на изоляции, просто дабы не посещать места общественные, да, в том Ограничить числе свое аптеку. общение, да. Можно, оказывается, заказать доставку лекарств на дом. Тебе Вот. привезут, И об этом многие вручат, говорят да. сейчас. Да. Ну вот о том, что же это за возможности такие, чего раньше у нас не было, сейчас это появилось, и как это все происходит, в общем-то, об этом и будет наша И программа. об этом и не только. У нас сегодня и здоровье, и искусство, все в одной программе. Дзякуючы сервісу онлайн-заказу ад аб'яднанай сеткі аптэк «Адель» і «Добрыя лекі» атрымаць любыя медыцынскія прэпараты, акрамя рэцэптурных, цяпер можна не выходзячы з кватэры. Для дастаўкі таксама даступныя касметычныя тавары, сродкі гігіены і прадукты для здаровага харчавання. С каждым днем количество заказов по доставке лекарств у нас растет. Молодые мамы часто заказывают, люди более старшего возраста заказывают лекарственные средства для своих родителей. Данный сервис очень актуален на сегодняшний день, особенно в этот период неблагоприятной эпидемобстановки. Граждане, которые находятся в зоне риска, по некоторым факторам, по возрасту, по состоянию здоровья, на сегодняшний день имеют возможность, не покидая дом, приобрести необходимые лекарственные средства. Карыстальнікі онлайн-сервісу могуць атрымаць тавар двума спосабамі: дастаўка да кватэры кур'ерам пры заказе на суму ад 30 рублёў альбо самавываз з бліжэйшай аптэкі. Віцябляне, якія ўжо скарысталіся новай паслугай, задаволены. Доставка лекарств «Адель». Здравствуйте. Пожалуйста, ваш заказ. Проверить. Все в порядке. Все верно. Да, все хорошо. Отлично. Вам необходимо расписаться в документах о том, что вы получили заказ. Пожалуйста. Очень удобно, очень приятно. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. У бліжэйшыя дні заказ лекаў онлайн стане даступны для жыхароў некаторых населеных пунктаў Віцебскага раёна, а таксама гарадоў Полацка, Новаполацка і Оршы. У будучым аптэкі «Адель» і «Добрыя лекі» плануюць распрацаваць варыянты заказу тавараў на дом для тых, хто не карыстаецца сеткай інтэрнэт. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. И начнем мы с самого главного в нашей жизни, со здоровья. И в гостях у нас сегодня Юлия Машинская, представитель сети аптек «Адель» и «Добрые леки». Добрый вечер, Юлия. Добрый Ну и, наверное, вот начнем мы как раз с того, что сейчас бурно обсуждается, это доставка лекарств. Про доставку еды все знают и все пользуются, а вот доставка лекарств совсем недавно появилась. И действительно, доставка лекарств – это совершенно новый и пока еще не совсем известный, наверное, для населения, но очень востребованный сервис. Сервис появился… 20 мая, по-моему, да? Да, точно. 20 мая был издан документ, указ президента, который разрешил осуществлять доставку лекарств на дом. Этот сервис объединяет две аптечные сети. «Добрые леки» и «Адель». Под двумя этими брендами осуществляется доставка лекарственных средств, и не только лекарственных средств, всего ассортимента, который реализуется в аптеке, его можно заказать на дом. Что собой представляет этот сервис? То есть это обычная интернет-площадка, на которую заходит покупатель, он видит каталог. Каталог расположен на сайте «Адель». Аптека adelь.by. Там есть весь каталог всего товара, который реализуется в аптечных сетях «Адель» и «Добрые леки». Покупатель может выбрать, исходя из
своих требований лекарственные средства, медицинскую технику, изделия медназначения, также средства гигиены, товары для мам, малышей. Косметические, наверное, тоже, Косметические которые... средства. Аскорбинку, наверное, В том тоже. числе и Ну, аскорбинку. бывает же такое, что очень хочется аскорбинку, Вот так и хочется аскорбинки, да. что она вот нужна именно в этот момент. Много. Много. Ну, кроме того, и товары для здорового питания. То есть тоже можно заказать в доставке. Мгм. Вот. То есть в интернете вот так вот на сайте оформляется этот заказ, его принимают ваши специалисты, да? И что происходит дальше? Когда этот заказ приезжает к вам домой, как происходит уже оплата? Смотрите, есть два способа заказа. Мгм. Это заказ по единому для Беларуси номеру 683 87 87. Это для всех операторов он будет бесплатным. Либо заказ на все том же сайте apteka.adel.by в определенном каталоге. То есть, по сути, это некая виртуальная аптека, по которой гуляет покупатель, выбирает товары, забрасывает их в корзину, оформляет заказ, ну и ждет доставку, ждет курьера на дом. На текущий момент оплата пока производится наличным, но этот сервис в разработке. То есть мы планируем оплату и на сайте, и картой. на Да. сайте. Да. Мгм. Это все в Это разработке всё и в уже, наверное, разработке, в очень скоро. перспективе. Да, появится. это скоро, да, потому что действительно востребована услуга, поэтому, ну, скажем так, покупатель привык, что можно произвести оплаты разными способами, поэтому мы обязательно это доработаем в ближайшее время. Но доставка, как правило, доставка не бесплатная, и какая-то минимальная сумма, наверное, должна быть заказа. Да, на текущий момент условиями доставки является сумма заказа на сумму не менее 30 рублей. При этом доставка будет стоить 3 рубля. Причем это для всех регионов Республики Беларусь. Но мы этот сервис развиваем и будем стремиться к тому, чтобы доставка была менее, скажем так, затратная и более удобная для покупателя. И давайте, может быть, скажем, как быстро можно получить свое лекарство. То есть, если вот сегодня там, сделать заказ, то вот в течение какого времени уже можно рассчитывать, что курьер приедет, привезет? Доставка осуществляется сегодня на завтра. На сайте либо оператору по телефону можно определить некий временной промежуток. На сегодня это с 15 до 19 и с 19 до 23, когда бы вы хотели получить доставку. Опять же, при наличии потребности у покупателя экспресс-доставки мы также готовы и уже планируем развивать эту услугу. То есть более быструю доставку. Особенно когда это молодые мамы, которые не имеют возможности выйти куда-то в аптеку, им более срочно нужна доставка. Мы готовы этот сервис развивать. Ну, вот сервис будет развиваться, он существует вот всего тут буквально, да, пару недель, и я думаю, у него очень большое будущее, потому что, ну, сейчас не потому, что вот в мире произошло то, что произошло, а вообще как-то все уходят в онлайн. Да, конечно. И заказывают это, ну, правда, Это удобно, это удобно. экономит время, это не надо стоять в очередях, можно ведь прийти в аптеку и столкнуться с тем, что там просто закончился какой-то товар, да, какой-то препарат, и этого не случится, допустим, при заказе онлайн, то есть вам все равно его найдут, вам его доставят, правильно? Действительно, ассортимент в онлайн-аптеке – это ассортимент всей сети. То есть он более широкий и, соответственно, дает возможность сегодня на завтра уже получить именно тот товар, который вы заказали. И самое удобное в том, что когда люди сейчас пользуются интернетом и ищут, где в какой аптеке дешевле, и нужно бывает за одним препаратом ехать в один конец города, с другим в другой. Тут можно сейчас сделать все это сразу организованно и организовать доставку всех препаратов. Действительно, да. Можно полностью скомплектовать всю корзину покупок в одном месте. Но я так понимаю, есть еще возможность для тех, кто, может быть, ну, по какой-то причине не хочет заказывать доставку, или, может быть, живет за пределами каких-то населенных пунктов, есть возможность выбрать необходимые товары, препараты и заказать их по конкретному адресу конкретной аптеки, да, то есть и потом приехать просто забрать. Такая услуга самовывоза, если Да, говоря простым абсолютно языком. верно. Как это работает? Услуга самовывоза, опять же, работает, можно через сайт
зайти и единственное нажать не доставку, а выбрать услугу самовывоз, выбрать ближайшую аптеку для работы, для там, где же проживаешь. Проживание. Да, да. Либо опять же по телефону колл-центра можно забронировать. Это тот самый 683 87 87. Сережа, видишь, ты уже находишься в том возрасте, когда ты такие телефоны запоминаешь наизусть. На раз. Чтобы в случае чего очень быстро Воспользоваться, да. Да, но вы уже вот как наблюдаете интерес какой-то вот за то время, совсем небольшое время, пока вы существуете? Востребованность Да, вот насколько? Вы знаете, да, они превосходят все наши ожидания, действительно. То есть, и мы уже можем сделать некие определенные выводы о том, что много заказов, когда дети заботятся о своих родителях, особенно вот в период не совсем благоприятной эпидемиологической ситуации, многие дети осуществляют вот заказ и доставку для своих родителей лекарственных средств. Опять же, повторюсь, молодые мамы также, имея весь ассортимент, да, очень активно пользуются. Ну и просто люди, которые ценят свое время, да, они также очень активно этим пользуются. Ну, в принципе, категория покупателя, она разная. То есть мы видим интерес у разной категории покупателей. То есть нету такого, что только молодежь, которая пользуется интернетом, то есть и люди пожилые, да. то есть на С все учетом категории. того, что можно осуществить заказ и по телефону, то есть все категории действительно населения пользуются этой услугой. Ну и, наверное, какие-то уже прилетают, скажем так, вам благодарности от клиентов, да? Безусловно. Какие-то пожелания, может быть, там в организации работы тоже слышите вы от Безусловно, населения? мы видим, ну, по крайней мере, есть обратная связь от нашего курьера, что всегда покупатель благодарит. Плюс организован сервис обратной связи. Мы также видим довольных покупателей. Мы очень рады на самом деле этому. Поэтому... Но вам пришлось этот сервис создавать с нуля, потому что ничего такого в Беларуси не было, потому что вот только сейчас появилась законодательно, да, возможность такие сервисы создавать. То есть вам пришлось пройти вообще весь путь с нуля от вот всех логистических особенностей, как это у вас будет организовано, там, до упаковки, до доставки, да? Вот как это все рождалось, и, я так понимаю, это еще будет продолжаться, совершенствование. Действительно, 20 мая произошло данное событие, разрешили доставку лекарственных средств, и вот за короткий промежуток времени нам пришлось организовать все с нуля. Действительно, это логистика сборки, логистика упаковки, потому что основная сложность — это на самом деле искушенный покупатель. Да, то есть 21 век на да, дворе. действительно, Требовательные очень. много интернет-площадок, и есть разные сервисы при этом, и ну, просто нельзя было допустить, чтобы наш сервис был хуже. Поэтому вот это вот основная проблема, с которой мы столкнулись. Но, тем не менее, квалифицированная команда IT, квалифицированная команда маркетологов, провизоров, я думаю, что этот сервис сделали достойным, удобным. Ну, что мы видим по результатам востребованности данного сервиса. Ну, то есть такого состояния паники, когда вот разрешили, вроде как ждали, и тут разрешили, а оказалось, что ничего что нет. делать? А что делать, да, куда бежать? Такого не случилось. С чего начинать? То есть Ну, все видите, радостно взялись за работу. Да, мы сделали немного ранее первый шаг. То есть мы запустили проект бронирования, то есть в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации этот сервис уже был широко использован населением, когда человек мог по телефону контакт-центра либо на сайте позвонить и забронировать в определенной аптеке, в ближайшей аптеке, необходимые ему лекарственные средства, ну и другие сопутствующие товары, любые, которые реализуются в аптеке. Потом в удобное для него время, чтобы минимизировать риск, скажем так, неблагоприятных ситуаций, мог его забрать. Соответственно, это был первым шагом, и когда мы начали развиваться уже более онлайн-сервис доставки, это уже был вторым шагом, поэтому паники не было, мы четко понимали, куда мы идем, все требования наших покупателей мы стараемся удовлетворить. Ну а вот это бронирование, по-моему, Иван, ты воспользовался? Ты больше нет? специалист, я не знаю. Ты не воспользовался? Мне почему-то казалось, что ты воспользовался бронированием. Так, ну, допустим. И... Да? Насколько сокращается время нахождения в аптеке человека, который предварительно забронировал
какой-то препарат. Ну, элементарно не надо стоять в очереди, ждать, пока действительно. посмотрит, есть ли он в наличии. Вот, один, а мне второй, интересно, третий. еще же нужно пробиться через очередь. Приходишь, очередь, а как они пропустят? Если вы забронированы, как правило, в аптеке есть вторая касса, либо Мгм. есть человек, который может обслужить вне очереди Мгм. того, у кого оформлено бронирование вот именно барзаказа. Вот, поэтому как раз-таки не нужно стоять в очереди, пробиваться через очередь. Вы называете номер заказа, либо именно какой, телефон, на какой оформлен, и вам уже этот заказ упакованный выдают в полном объеме. Поэтому тоже очень удобно. Но вообще ваши сети, они такие очень прогрессивные, потому что я помню, в этой же студии мы говорили про то, что вы сделали первыми открытые витрины. То есть, когда попадаешь в аптеку, есть такое ощущение такого легкого шопинга, даже приятного. То есть Да. нет ощущения какого-то страха или вот этой вот, как-то, не знаю, боязни лекарств, может быть. Ты Такой покупаешь- мини-маркет, как за Да, а вкусняшкой здесь- зашел. Да, вот этого барьера нет, когда, может быть, там стесняешься что-то взять, купить, положить себе в корзину. А потом вот это вот бронирование, доставка. Я так Первая понимаю, что информационная база. да, тоже, также кстати, появилась у вас. вы ее создавали. И нет предела, не знаю, вашей фантазии, вашей работе и совершенству. Действительно так и есть, но мы стремимся удовлетворить все потребности нашего покупателя и развиваем постоянно сервис, развиваем постоянно ассортимент, развиваем действительно удобное расположение для покупателя. То есть покупатель, придя в аптеку, он может удовлетворить все свои потребности. Он может приобрести лекарственные средства, медицинскую технику, любые товары, которые ему необходимы. Ну и грамотные специалисты Безусловно. работают в аптеках, которые на самом деле с этим сталкивался и я уже не раз. Они на самом деле могут и посоветовать по препаратам. Рецепт, конечно, не выпишут, но очень приятное общение, что тоже уровень держится очень серьезный. Вы знаете, мы сейчас говорим об онлайн-аптеке, так назовем ее, да, но мы считаем, что все равно провизоры не станут онлайн. То есть позиция нашей компании о том, что покупатель и провизор, он все равно могут общаться и должны общаться. То есть действительно вот эта высококвалифицированная помощь, вот это возможно, корректировка лекарственной терапии, которую провизоры зачастую назначают, да, она все равно востребована и будет востребована основной частью населения. Поэтому онлайн-аптека – это сервис, наверное, как дань определенной моде, да, развития этих всех онлайн-сервисов. Ведь, мы сегодня заказываем еду, заказываем пиццы, да, то есть мы бронируем во всем мире билеты, билеты, все что товары, угодно, всё, что да, угодно, да. И, соответственно, фарм-сервис, он тоже не стоит на месте, он должен Но, развиваться. Юлия, как мы, например, можем помочь, как люди могут решить эту ситуацию? Пока что до 1 июля только, да, это действует доставка. Как можно это продлить, чтобы это стало повседневной нашей уже частью жизни? Достаточно ли будет пожеланий, Да. каких-то Может, нам благодарностей? нужно благодарности писать больше, не знаю, просить, продлите. Я думаю, что нужно пользоваться этим сервисом и не бояться об этом говорить, да, что он действительно удобный, он востребованный, и я думаю, что всем пойдут навстречу. В общем, все понятно, да? Нужно как можно большему количеству людей сообщать, на самом деле, и мы вам говорим, дабы не тратить свое время, да, дорожить своим временем и поменьше находиться в общественных местах, пожалуйста, заказывайте доставку лекарств на дом, либо можно забронировать и забрать в аптеке свои лекарства. Тем более, что сделать это удобно для таких людей, как я. Мы это можем сделать просто в интернете, для тех, кто привык по старинке все-таки услышать на другом конце провода 683 87 87. Спасибо. И заказать лекарства. И главное, что они у вас будут точно в срок, и для вас это будет максимально, не знаю, быстро, с наименьшим количеством неудобств. Юлия, спасибо вам огромное. Может быть, есть пару слов пожелать что-то клиентам и Здоровья. здоровья. И мы вам желаем здоровья. Не будем и не смеем вас больше задерживать. У вас очень много работы, как мы сейчас понимаем. А мы сейчас посмотрим видео «Привет» от одной ученицы и известного педагога. Здравствуйте,
Здравствуйте, Лариса Николаевна. Я по вам очень соскучилась. Я рисую много и пока в карантине не скучаю. Вот я нарисовала веселые домики на колесах. А вот машинка, а это девочка с флажком. Это дождик. Капли дождика превращаются в цветные цвета. Это лесной рассвет. Это рыбка. А это бегемот. Спасибо за то, что вы такой прекрасный учитель. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу, и у нас в студии новый гость, сегодня новая, а так уже этого гостя знают все, как дома в этой студии. Это легендарный, прославленный, замечательный, великолепный педагог дополнительного образования областного дворца детей и молодежи Лариса Здор. Добрый вечер, Лариса Николаевна. Добрый вечер. Ну, чтобы все регалии уже не называть, мы вот так абсолютно вот, да? верно. Да. Лариса Николаевна, как всегда, вы пришли не с пустыми руками. Дипломы, которые, я думаю, это самая малая толика, что вы могли принести. И открытки, и буклеты, и на стенах у нас уже картины, и режиссер нам затем покажет еще работы. Подошел к концу учебный год. Какие проекты вот запомнились, самые-самые интересные были? Вот мы видим «Дети авангард», «Дети импрессионизм» у нас будет еще. Наверное, с детей и импрессионизм мы начнем. Да. Мы начнем вообще с детей. Вот. Дело в том, что, слава богу, закончился учебный год. Почему слава богу? Потому что он был до такой степени насыщен, и такой был он обогащен с таким количеством выставок, и столько было всевозможных сюрпризов и по поводу побед на этих выставках, и подготовка сама, и использовано было большое количество разного материала к этим проектам, которые нам постоянно нас приглашают в Минск участвовать. Это республиканский центр, это очень ответственные проекты, очень такие представительные, где мы представляем Витебскую область, потому что на эти проекты приезжают 53, по-моему, если я не ошибаюсь, представителя образцовых студий. Да, и это очень на высоком уровне. И когда этот проект в Минске оценивается, а там очень серьезная комиссия с Академией художеств, там приглашают именитых художников, и когда ваш проект побеждает, выходит как бы в призеры, это, знаете, очень так, приятно. А по поводу окончания... А кому больше приятно, вам или детям? Мне. А детям всегда приятно. Дети очень любят получать подарки, очень любят получать дипломы, когда торжественное вручение, когда мы едем в Минск, там представляют, когда приглашают их участвовать в других проектах. Ну и раз мы уже коснулись проектов, я вам хочу сказать, что первый такой интересный был творчество Казимира Малевича. Мы очень интересно к нему подготовились. 25 работ в виде квадрата. Центральная была тоже, напоминала квадрат Малевича, но было представлено все виды, все жанры, все виды изобразительного искусства, то есть использованы все материалы были. И он вышел в победитель, этот проект. Следующий проект «Дети и импрессионизм». Ну что может быть лучше импрессионистов? Мы с радостью схватились за этот проект, изучили творчество Дега Эдгара, изучили его технически, как он работал в своих работах, то есть конкретно пастель материал взяли за основу, то, что дети в основном как бы не очень понимают, любят и умеют. Но мы изучили эту технику, мы взяли балет. Что может быть прекраснее балета? Балет и импрессионизм это... Балет включает в себя все виды искусства.
и танец, и музыка, и изобразительное. Я была, когда в опера в Париже видела платье Анны Павловой, в которой она исполняла своего белого черного лебедя. То есть там даже проект художника выставлен, понимаете? А сцена, украшенная Леоном Бакстом, мы еще будем говорить с вами о нем, о следующем проекте, когда открывается занавес и у людей шок, у зрителей, потому что уже еще не пришли герои, а уже какое удовольствие, впечатление от того, что могли сделать художники, дизайнеры по поводу сцены, оформления, я уже не говорю про костюмы. Вот. Поэтому очень серьезно относимся к этим проектам. Дети все, буквально всех возрастов, с удовольствием приступают к этим проектам. Я в Минске сказала вам большое спасибо за предоставленную возможность поработать над этой темой. Но, кстати, все представители разных областей, районов наших, они представили, ну, кто какого. В смысле импрессиониста, они на выбор брали. Кто-то брал, допустим, Мане, очень красивый, у нас тоже был этот проект представлен, тоже вышел в победителя. Ну, Витебская область как бы звучит. Вот. И мы с радостью всегда потом посещаем музей. Как раз мы когда были с этого проекта, музей был выставка Гоя и Пикассо. Вот их соединили, мы с удовольствием пошли, посмотрели, была такая оказия. Я вот сейчас думаю, а как это у вас такое количество проектов в вашей жизни появляются? Ну, вот вы перечисляете, дело я в понимаю, том, как это можно было в учебный год какие-то уложить? проекты мы сами придумываем, но это нам предлагает Минск. Я уже сказала, республика. Именно для образцовых Это для коллективов. образцовых студий, для подтверждения званий, для показать. Ну, как бы как мы как авангард идем впереди, да. И видно для того, чтобы мы могли за собой вести всех остальных, что детское творчество, оно уже не в узком аспекте открывается. Оно открывается, может быть, и широко при изучении таких великих как бы художников, вошедших в мировую единицу. Почему нельзя изучить прекрасно лекцию, беседа, посещение выставки, выход на экскурсию, знакомство с конкретным, но у нас музей, вот мы ходили, Шишкина, у нас там есть, конечно, эскизы его, но все равно интересно посмотреть подлинник или там Пена, допустим, картины, встретиться с подлинниками, это же великолепно. Вот. Поэтому, когда мы в Минск выезжаем, мы обязательно в музей. Первое, что мы идем в музей. Потому что это то, от чего отталкиваемся. Но смотрите, вы говорите про такие сложные проекты, сложные направления, и авангард, и импрессионизм тоже для детей, наверное, да? Но в какой-то Таковой мере сложный. авангард в этом году был. Авангард. Мы взяли за основу творчества Бакста. Это Будем величина. про него сейчас уже, да, говорить? Да. Давайте это уже про величина. Ну вот, а как представить? У нас был проект такой, взять за основу художников-авангардистов Витебской, не Витебской области, белорусов. Вот. И мы так, у меня сразу засветило везде, потому что Бакст это... Давайте сразу скажем, что он же еще и один из учителей Марка Шагала в Питере он был. И первый дизайнер, художник. И его вот тоже форма и балета, и костюма к театральным, и сезоны Дягилева в Париже. Представлено российское искусство, культура, в частности, опять же, балет. Вот. Но он внес свою лепту в становление личности такой, как наш любимый и всеми ценимый Марк Шагал. Вот. Но мы взяли Бакста. Почему? Потому что только на его творчестве можно было изучить белорусскую мифологию. Раз. Изучить творчество самого художника. Два. Изучить, как отталкивается художник от своих познаний. Он изучил творчество художников, этнографов, в смысле этнографию, орнамента Марокко, Индии, там еще каких-то стран, трансформировал в свой орнамент. Этот орнамент пережил в его творчестве и вошел в первые дизайнерские работы по ткани. Ведь его ценили как уже специалиста и художника, и ткани, и текстиля.
и использовали его. А я, кстати, попала на выставку Бакста в Минске, было его 125 лет. Тоже поехали за наградами, наверное? Да, мы за наградами попали на Бакст. Ну, представьте себе, какое счастье. Я Да? понимаю, что вот в любом в этом проекте, помимо того, что роль детей, несомненно, очень важна, огромная роль человека, который, во-первых, придумает идею, который ее вот так вот по пунктикам разложит, обоснует. И теперь я понимаю, когда мы вас спросили в самом начале, кому приятнее получать награды, говорите вы, Конечно. что это приятнее вам, За потому что заслуженные награды, потому что да, действительно за проделанный это- труд. проделанный труд. Детям-то что, диплом? Это добыча, да? То есть они получили, родителям вручили, мама, вот... я... Нет, дело в том, что я хочу сказать так, что мы внешкольное учебное заведение, дополнительное образование. Школьные часы по программе педагоги школ общеобразовательных этого сделать не могут. А забывать о культуре, о наследии нельзя. И поэтому вот появилась такая форма прекрасная работы. И мы счастливы. Почему? Потому что мы можем поработать с детьми, расширить их кругозор, их творческий процесс, дать им, может, кому-то, знаете, путевку в жизнь в этом направлении. Потому что они помнят, я вот со своими выпускниками встречаюсь, когда там, они, оказывается, такие вещи мне говорят, которые меня просто поражают. Они помнят там досконально, в чем одет ты, или что сказал, или что там сделал, или как сказал. Понимаете, это все остается, конечно же... Разбирают на цитаты. Да, а я люблю их. Ну вот смотрите, опять-таки возвращаюсь к авангарду, да, если уж мы с него начали. Но очень сложно ведь, как мне кажется, детям объяснить, что нужно так, ребята, мы будем заниматься авангардом. А они говорят, давайте там собачку нарисуем. А вы им с авангардом, с такими сложными течениями, как вам удается вот, ну так, привить любовь к этому? Я понимаю, вы говорите, что дети как пластилин. Вы понимаете, что если бы я брала, допустим, за основу творчества Пикассо, его кубизм, да, я бы не взяла бы эту тему, потому что это надо мозг ребенка трансформировать под творчество художника, в период, в котором он работал. Это не надо, это сложно и не нужно. А Бакст же это реализм, это же развитие фантазии, это, знаете, сказка та же. Ведь Вот можно мифология нашим это же сказка, оператору вот у попросить вас показать, да, представлены. Но я хочу сказать, это не лучшие работы, лучшие находятся в Минске. Ну, никто не сомневался. Это работы, которые у нас вот, ну, просто остались, не прошли, потому что дети не успели еще к нужному времени окончить. Но я хочу сказать, они узнали, кто такая Ляля, богиня весны, кто такой Велес. Кто такой Жижаль, кто Они такой сами про это Зюзя. читали, искали? Я Вы. беседую, Опять я возвращаемся лекцию, к я вам. рассказываю, я объясняю, обсуждаем образ персонажа, во что одет, во что может, как закомпоновать, как динамику показать фигуры. Летит он, как говорится, вверх ногами, если это, допустим, какой-то персонаж с осенью связанный, леший. Они же ведь эти все отрицательные персонажи откуда-то оттуда летели, сверху вниз. Да. Вот этот же и леший, там, и всякие там эти чудовища лесные, и все, их же тоже они в мифологии Белоруссии присутствуют. Вот. И это очень заинтересовало детей, они очень интересно к этому подошли. И моя заслуга в том, что я ничей мозг не трансформировала не под какие-то стандарты. Не подгоняла под какие-то творческие там личности. То есть тут, наоборот, под какое-то развивали. чисто развивала. А Бакстом я не могла изуродовать ни один мозг, потому что Бакст – это классика, это фундамент, это заслуженная личность, академическое образование, академия. Понимаете? Поэтому я хочу сказать, что, конечно, история искусств, она должна идти. Я всегда и родителям, и детям говорю, художник не состоится, если он не читает, если он не развит, если он не знает этнографию своего края. У нас сейчас шла тема «Моя родина Беларусь», «Мой родной край». Вот эта тема.
плодородная, шикарная. Тут и архитектура, хоть у нас отдельно шла тема архновации, где победитель Вот, кстати, тоже, архновация, это- Родиончик, Катя. Но там интересно получилось. Было предложено портреты известных архитекторов. Архитекторов. Мы взяли Хундертвассера австрийского, и она так интересно сделала, вообще сам по себе. Художник интересный, архитектор. И у нее работа интересная такая в шляпе, и там целая архитектура на голове была интересная. И вот тоже в республике победителя она получила диплом. Архитектурный, кстати, его очень сложно получить в Минске. Там очень много тоже участников. Это большая заслуга диплома. Тут нет, что у нас диплом у хозяина работы, то есть у Кати. Но я хочу сказать, что вот моя родина Беларусь – это шикарная тема. Это рассказ о Витебске нашем любимом. Это мы к следующему О проекту нашей перешли, семье, да, уже? да. Это вот я говорю о проектах, которые были в течение года. О своих друзьях, о любимой школе, о мире интересов. Многие дети занимаются не только изобразительным искусством, спортом. Но вот тут в преддверии в Японии должна была быть Олимпиада, но мы готовились к спорту. Понимаете, что эта тема, она особенная. И когда мы сделали ряд работ, приходит к нам Каныгин, олимпийский чемпион. Да. Тут уж никакую подтусовку, ничего не делает. То, что он что выбирает, как олимпийский чемпион. Что он считает нужным, что в его понимании прекрасно, то и выбирает. То есть вы даже организовали встречу? Конечно, он приходит, он у нас в жюри. Это представительная выставка, она проходит в Минске, она идет этапно, городской, областной, республиканский, на республику выходит. И победители, высшая награда, это путевка в Зубренок. И поэтому детям, конечно же, интересно, они любят спорт. Зимние виды спорта мы делали, сейчас к летним видам спорта, оценка хорошая, узнают новые виды спорта, сами занимаются. И я всеми своими конечностями, как говорится, за спорт. Ну, спорт, наверное, тяжело изобразить. Это тоже знание физиологии? Нет, дело в том, что мы тоже выбор идет. Вот у меня Витя, вот его диплом. Он сделал гонку, он занимается велогонкой, вернее, занимался сейчас, не знаю, потому что зима была, тут весна, вот сейчас летом, наверное, начнет заниматься. Дело в том, что у него такая получилась динамика, гонки такие, знаете, даже вот смотришь на работу, скорость видна, но вот она на Минск пошла, эта работа, и... Молодцы. Я считаю, что мы плодотворно отработали этот год. Год был насыщенным, тяжелым, где-то интересным, где-то не очень, но в целом мы ищем новые формы. Вот я хотела еще сказать, как одна из видов и как из форм, она не новая, но мы ее стали как бы попробовали, опробировали, можно сказать. Мы про онлайн, наверное, да? На дистанции. Почему? Мы просто так подумали, что в летнее время дети будут выезжать куда-то там на отдых, где-то к родственникам, я имею в виду в деревню далеко не уедут в этом году. А почему бы им не поработать дома, там, допустим, в летнее время, свободное. Кстати, я родителям многим говорила. Они говорят, ой, как хорошо, вот он едет к бабушке, и у бабушки, а бабушка там все проконтролирует. Конечно. Другой вопрос, хорошо это или плохо? Плохо в том плане, что рядом не находишься, рядом не можешь подсказать, рядом не можешь направить, потому что когда идет процесс творчества, ты в процесс не встревая, как-то не навязываясь, ты можешь направить, подправить. Красиво подтолкнуть, там, подсказать, там, может быть, даже где-то и присесть, там, что-то там еще добавить, дополнить. А взрослым можно воспользоваться? Мне можно. Нет, вот этими онлайн-занятиями. Конечно. Сергею, например, можно воспользоваться? Иван, понятно, Иван учился в художественной школе. Мы хотим даже так сделать, что вот многие, допустим, хотят поступать в высшее учебное заведение, к примеру. Не у всех есть возможность репетиторства. Опять же, кто-то на районе, кто-то там, по другим, как говорится, там каким-то... нет возможности просто, элементарно. Да. Я это хотела сказать, хотела завуалировать, не получилось. По-разному же.
А почему бы им не посмотреть, вот как построение головы, там, допустим, человека, или особенности, предъявляемые на экзаменах, допустим, к натюрморту, какой там он должен быть, какие особенности, на что обратить внимание, как, то есть, ну, так это досконально, разжевывая, показать, объяснить. Я считаю, это будет дополнением к нашему вот фронту работы. Тем более я хочу сказать, у нас вот дворец летом работает, начало учебного года будет. Ну, я хочу сказать, у нас очень хороший дворец. В каком плане? Очень работают квалифицированные педагоги, у нас очень много кружков. И, внимание, все они бесплатные пока. Пока, И это тоже- пока лето. Внимание, Нет. бесплатный и, внимание, еще раз, пока. Ну так нет, я к тому говорю, что Да. государство наше какое внимание уделяет на дополнительное внешкольное образование. Большое спасибо. Изыскиваются средства для того, чтобы дети могли продолжать образовываться, учиться, развиваться. Потому что у нас самое дорогое, самое ценное, самое любимое и самое обожаемое? Это что? Дети. Кто? Это наше наследие, наши дети. Поэтому все, что дети, все, что у взрослых есть ценного, то, что они накопили за свою долгую жизнь, то, что они могут вам отдать, они вам отдают. А вы, пожалуйста, принимайте это, обучайтесь, наслаждайтесь, чтобы нашу любимую родину сделать еще более красивой, богатой, насыщенной, и чтобы ее уважали везде, во всех странах мира. Вот. Так, вот Да. такая Красиво. Мы вот красивая так такая. всегда Лариса говорим, Николаевна может когда говорим. заслушаться. Можно. Ну, а а вот как давайте же? мы сейчас вернемся к проектам, но перед этим хочу вас спросить, вы как преподаватель считаете, что ваш предмет самый главный? Знаете, как вот все говорят, ну, в любой школе, в любом учебном заведении каждый преподаватель считает свой предмет основным. И я думаю, что даже вы сможете аргументировать, почему изобразительное Аргумент искусство... у меня один. Это сейчас к да Винчи отсылочка, Да, да, была? Леонардо да Винчи. Ага. Рисунок – основа всех наук. Все. Кто будет оспаривать то, что Леонардо да сказал Винчи никто. великий Леонардо? Титан эпохи Возрождения, Ренессанса. Все. Нет, изобразительное искусство, оно же, понимаете, что? Вот смотрите, возьмем Японию. Давайте. У них к изобразительному искусству в Японии не так относятся, как к математику или там русский язык или белорусский. У них он стоит на первом месте. Это любовь к земле, к этнографии, к любимому краю, к ближнему, к цветочку, к птичке, к растению, к океану, ко всему. Кто может воспеть эту красоту, запечатлеть? Но я не говорю про фотоаппараты и не говорю про компьютеры, а пропустив через собственную душу, предсобственное впечатление, как это делали импрессионисты, и показать это чудо, понимаете, не убив его, не растерзав, не уничтожив. Это наша сфера деятельности. Поэтому, ну, кто будет оспаривать о том, что человек должен любить среду, в которой он живет? Опять же, про среду. Охрана Охрана, окружающей да, среды. Ну, это что, не главная тема на данный момент? Самое главное. Ну, по Ну, сути, это нам то, в сейчас чем мы только живем, вот да? пропаганда про бутылки в разные ящики, там, про макулатуру и все. Каждый должен, проснувшись, знать. Экономим ресурсы, экономим свет, воду, участвуем в конкурсах. Проходит Мы? конкурс. Мы, да, уже Про- участвуем. Я Да. уже, да, я Про готов. электричество был. Дальше. Сбережение там сбережение Энергоресурсов. понятно, природы понятно, животного мира. А почему вот не восхититься красотой, например, птиц? Ну почему не восхититься? Вот работы, вот восхищаемся, вот ценим. И я хочу сказать одно. Я не знаю художников ни одного, кто бы мог что-то испортить.
где-то над чем-то надругаться. У них душа другая, у художников. Они ценят каждый день жизни и впечатляются: вот закат, вот рассвет, вот тебе луна, а вот она сегодня такая, вот я иду по Калинина, я вижу, высадили цветочки, они же ведь в сентябре, там в августе будут даже на Славянском базаре уже радовать нас. Кто это делал? Когда успел? Я еще не успела даже вот пройти, а они уже посажены. У меня приезжают с России и говорят: какой у вас красивый город, какой он ухоженный, какой он цветущий, какой он необычный. На самом деле, вы посмотрите, и как-то это все тут делается интересно. И я иду каждый день, радуюсь. Сирень сейчас цветет. Не радуюсь, когда ее обламывают. Как бы наш благоухал город, если бы не обламывали эти несчастные ветки. Ну, это лозунгом можно сделать. Это лозунг. Оставьте их в покое, пожалуйста. И дайте красотой насладиться. Почему? Потому что, ну вот сейчас во всех дворах сирень в полном своем благоухании. Да, прям вот понимаете, это же в квартирах чудо. даже. Только отцвели деревья, только А сейчас, пожалуйста, сирень, аромат, черемуха пойдет. Любуйтесь, умейте любить, ценить красоту вокруг вас. Поэтому изобразительное искусство, оно, знаете, что я хочу сказать, дети почему любят? Оно не наседает, не нагнетает. И главное, что не надо вот учить, как эту математику, которая точная наука. И не выучишь, не будешь знать. А все равно рисунок — основа даже математики, да? Да, Вот. архитектуры, и всего, и танца, и всего-всего. Это основа. А мы, кстати, не показали, наверное, да, фотографии Нет, работ. конечно, Заговорились. заслушались мы. Да, заслушались. Работы «Дети-импрессионизм». Так дети-импрессионизм, вот там Попросим у вас режиссера нашего, высели, да, там еще добавят. Вот, видите, у нас Ой, показывают. это Тот импрессионисты. самый балет, про который мы говорили. Да, балет это, я не знаю, это моя личная слабость. Я когда смотрю балет, ловлю себя на мысли, что у меня нижняя челюсть опускается на грудь, потому что я не могу. Это можно вообще Чайковского слушать. Ну что может быть прекраснее балета, правда? Да. Конечно, надо было изучить и фигуру, и динамику, и движение, и характерные формы, какие-то особенности. Вот, например, танец маленьких лебедей. Вот там вы видите, на коне попала одна работа. Это еще скачки. В творчестве у Дега он очень любил скачки. И вот там дети пробовали, но это не очень интересная работа. Она по композиции интересна тем, что тут красный конь, а за ним, посмотрите, непонятно кто действует, да. Ну, а вот вообще, вот, что касается балета, дети делали разных возрастов, поэтому тут можно вот сейчас Варе Кузьменковой работа, это в цирке «Наездница», тоже как его творческая мысль была. Вот скачки вот эти вот, интересно, это Саша делал тоже. Но я хочу сказать, вот скачки тоже интересные. Кстати, какие композиции. Причем первая лошадка почему-то даже без наездника. Нет, она не без наездника, она водичку пьет, ей жокей водичку подает, она не участвует в скачках, она только готовится. А это Щелкунчик, елка, видите, новогодняя, улетающая во вселенную. Вот эта работа шикарная, «Спящая красавица». Вы видите, Ульяна нарисовала все закрытыми глазами. Это балет «Спящая красавица». Это вот, конечно, тоже танец маленьких лебедей Чайковского, шикарный. «Лебединое озеро». Видите, даже движение. Это же дети маленькие, 7-8 лет. А какой цвет? А как изучили, посмотрите, пластику, интересно. Чудесно. Я сколько раз не смотрю, ну как-то, знаете, ностальгия по работам. Вот не видишь, иногда потом раз, пересмотреть. и думаешь, боже мой, какая прелесть. И еще у нас остался проект «Малеванки». Малеванки, вы понимаете... Это тоже у нас здесь, у нас, да, вот там на стене. Знаете, что я хочу сказать? Это работают художники-примитивисты. Дроздович, Алена Киш, Примаченко, Белокур, Екатерина. Я когда была в Лавре в Киеве, мы с Татьяной Руденко просто заблудились и попали вот на Екатерину Белокур. Я впервые увидела то, что не натюрморт, ничего, просто богатство земли украинской в данном случае было.
изображений цветов, но это какое-то было композиционное решение, центральное, все. А оказалось, это искусство просуществовало всего лишь 10 лет. После военного периода, например, Алена Киш. Понимаете, люди всегда хотели свое помещение, где они живут, свой интерьер украсить какими-то коврами. Возможностей не было. И были художники, примитивисты, которые рисовали эти ковры, поэтому и называются они малеванки. Это были прикроватные, придиванные или просто оформляли, потом их забросили где-то на чердаки. Дроздович их нашел, принес в музей. Вы когда будете в Минске, в музее, пойдите, не ленитесь. Посмотрите на это чудо просто. И я детям рассказала, объяснила, показала, что такое симметрия, что такое центральная форма, что какие цветы у нас могут быть, какой взять фон за основу. Потому что у Алены Киш там у нее и олени, и какие-то экзотические животные она брала. Она никуда не ездила, она нигде не была. Она у мамы на платочке в детстве увидела льва, жирафа и там каких-то еще зверюшек. Понимаете, как с детской памяти оно трансформируется в творчество, когда человек вырастает. И поэтому для меня это особенно приятно, когда дети с большой любовью работают над темой малеванка. Это наше родное белорусское творчество, родненькое. Понимаете? И жалко, что оно как бы, может быть, его можно и возродить, потому что творчески это нарисовано, это эскизы, а творчески это делалось на шерстяной ткани, путем набивания, путем нанесения краски масляных, целый процесс. И поэтому это очень интересно, и я дала попробовать детям как вид, как изобразительного искусства. Вот вам еще, почему изобразительное искусство необходимо. Лариса Николаевна, с вами безумно интересно, но время, к сожалению, неумолимо, также да. Спасибо вам огромное за проделанную работу. Впереди лето. Поэтому вам набирайтесь новых впечатлений, чтобы потом с ними поделиться снова-таки с детьми, и чтобы они делились уже со всем остальным миром. Да. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Нам остается только попрощаться с вами и с телезрителями. Спасибо большое. Всем здоровья, счастливо отдохнуть. Спасибо. Присоединяемся к этим пожеланиям, в том числе и в надежде на скорую встречу с вами. Надеемся, что эти каникулы пройдут для вас в таком режиме ожидания, чтобы новый учебный год провести весело и задорно. В конце нашей программы традиционно музыкальный номер. Берегите себя, мойте руки, носите маски и держите социальную дистанцию. Пока. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет. Мир больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот и парус поднять будет править сандалий. Он свет прольет, но все то, что там меня так долго ждет, течет. Жизнь на острове беспечна, вечно, людям доставляя радости день ото дня. Знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и может не пойдет моя.